хотелось бы обратиться к народу Республики Абхазия с призывом проводить выборы честно и чисто. Призыв к кандидатам в президенты и вице-президенты. Сегодня, за 10 дней до дня голосования, мы должны понимать, что на том отрезке времени, который остался для нас, это ответственный момент. Мы должны понимать, что если народ Абхазии не сосредоточит свое внимание на чистоте проведения выборов, ничего хорошего нас не ждет. Это мое мнение как председателя Центральной избирательной комиссии. И я призываю кандидатов в президенты и их сторонников не обливать друг друга грязью, потому что выборы закончатся, дальше нам всем здесь жить. Если кто-то сомневается в том, что нет оскорблений, нет унижений, то можно открыть социальные сети, и там видно, кто какие реплики, кто какие жесты проявляет к тем или иным кандидатам и избирателям. Все это нагнетает обстановку. Те люди, которые букве закона хотят придерживаться, я понимаю, что буква закона – это важный момент. Но есть дух закона, которому мы тоже должны следовать. В Центральной избирательной комиссии мы состоим из 15 человек. Вот. Наши подразделения – это окружные и участковые комиссии. Это в основном контингент учителей, работников культуры. Это люди, которые бесплатно практически выборными делами занимаются. Вот. Это для них общественная нагрузка. И я призываю наших граждан стать рядом с ними и помочь проводить выборы в округах и на участках, проводить выборы так, как предписано в законе и по традициям, обычаям абхазского народа. Если кто-то думает, что Центральная избирательная комиссия, она может вместо кандидатов и вместо предвыборных штабов создать чистоту, создать атмосферу дружелюбную, братскую, и в такой атмосфере проводить выборы, то я думаю, что уважаемые граждане должны понимать, что это сфера ответственности штабов, которые занимаются предвыборной агитацией. Вот. Сфера ответственности Центральной избирательной комиссии заключается в том, чтобы их подразделения окружных участковых комиссий вели работу в соответствии с законом. Если в дальнейшем будет нарушаться буква закона и дух закона, и чистота проведения выборов, вот, тогда это приведет к эскалации конфликта. Центральная избирательная комиссия предупреждает все стороны. Если кто-то думает, что джентльменскими соглашениями могут избирать главу государства, или джентльменскими соглашениями могут обратиться в ЦИК, правила игры предложить нам поменять, этого я с ответственностью вам заявляю, что этого не будет. Я почему на этом акцент ставлю? Потому что 5-6 лет назад такие джентльменские соглашения уже были. Вот. И мы, народу Абхазии, должны показать, что если мы строим правовое государство, мы должны строить его в рамках закона и в рамках традиций, обычаев нашего народа, многонационального народа. А такие понятия, как халамыс, честность, ата, сакябс, они в законе не прописаны, но они заложены в наших традициях и обычаях. И мы должны этим руководствоваться в первую очередь, потому что у одного кандидата могут быть больше возможностей, у другого кандидата могут быть меньше возможностей. Вот. Но несмотря на это, мы должны стараться придерживаться и закона, и нравственно-моральных категорий. Это народ чувствует. Вот. И когда говорят, что от народа ничего не зависит, это неправда. От народа много чего зависит. Но те люди, которые хотят руководить страной, они ответственность должны понимать и пульс народа чувствовать. И должны задавать тон такой, с которого надо брать пример. Если в дальнейшем не прекратится вот это вот поливание грязью друг друга, предвыборные штабы, если они не прекратят, если они не остановят своих избирателей, своих сторонников такого рода
призывом, да, тогда я, как председатель Центральной избирательной комиссии, буду призывать моих коллег, членов Центральной избирательной комиссии, остановить данный процесс, данный выборный процесс. Потому что у нас есть и моральное право, и законное право остановить выборный процесс, если избиратели тех или иных штабов не прекратят поливать друг друга грязью, нарушать и закон, и кодекс Апсвора. Потому что это главные постулаты, от которых мы не должны отходить. Мы должны точно понимать для себя, что мы многонациональный народ, мы с многовековой историей. Историю наши предки писали, и то, что мы смогли сохранить, мы должны приумножить. Мы на пути исторического периода находимся, когда весь мир на нас смотрит, и все будут делать оценку на зрелость, насколько мы созрели для того, чтобы выбрать главу государства. Я рассчитываю на понимание, и призываю всех вернуться в правовое поле и продолжить честно и чисто предвыборную кампанию.